Когда говорят о эстрадной музыке, очень часто возникает большая путаница. Путаница именно в том, что татарская музыка, э, татарская эстрадная музыка относительно молодая, и здесь происходит такая большая подмена понятий, что очень часто татарской эстрадной музыкой называют все что угодно, что основано на каком-то вот таком вот бите, то есть ударный какой-то тут такой момент идет, да, и ударную установку, там условно бас-гитара, если есть, и синтезатор. Если это звучит, то мы все это называем эстрадной музыкой. Мне кажется, нужно очень четко разделять понятие вот именно фольклорной музыки и эстрадной музыки. Фольклор, мне кажется, миссия на сегодняшний день наших музыкантов и исполнителей. Фольклор нужно сохранять, то есть заниматься его поиском, расшифровыванием, наоборот, стараться сохранить его как можно ближе к первозданному виду, то есть каким он был. Эстрадная музыка пришла с Запада, и на сегодняшний день самые лучшие образцы эстрадной музыки — это западные музыканты. В первую очередь это англоязычные музыканты, это музыка Соединенных Штатов, это музыка Великобритании, это французский шансон, это итальянская эстрада, да, в какой-то период времени была очень сильно популярна. В любом случае это западная культура, и у эстрадной музыки есть уже сложившиеся правила, каноны, и под них очень трудно, мне кажется, подлаживается фольклор, будь то татарский, будь то русский, вообще любой. И мне кажется, для того, чтобы создавать интересную, адекватную, актуальную не только для самих татар, а вообще для всего мира, татарскую эстрадную музыку, нужно очень хорошо быть знакомым именно с образцами, в принципе, высокой эстрады. Только после этого, мне кажется, возможно создать что-то, что в одинаковой степени будет интересно и западному слушателю, общемировому слушателю, и слушателю здесь. Не знаю, на мой взгляд, без встраивания в общую струю невозможно быть интересными для всех. Потому что вот исконный фольклор, такой, какой он есть, это всегда тоже очень это музыка для узкого круга, для ценителей, для любителей, кто этим интересуется. А если мы посмотрим вообще на эстрадную музыку, ведь это же тоже не просто так какая-то музыка становится популярной. Есть мощные продюсерские центры, мощные компании, которые занимаются именно продвижением конкретного музыкального стиля, конкретных исполнителей. И это не секрет, что во все это вкладываются огромные средства, эфиры телеканалов, это снимаются клипы и так далее. Это большая работа, чтобы музыка стала популярной, чтобы она полюбилась всеми. И если мы хотим, чтобы наша татарская музыка вышла именно на такой мировой уровень, кроме того, что она должна еще этим стандартам соответствовать, должна вестись большая работа по продвижению этого музыкального продукта. Иначе это всегда будет оставаться только вот здесь, у самих создателей.